Здравствуйте, уважаемые телезрители, студенты. Сегодня хочу предложить вам лекцию, посвященную происхождению аристократизма на Кавказе. И одному из проявлений аристократической культуры – это дворянский этикет и кодекс чести Оргхабза. Коротко, прежде чем начать говорить по этой теме, необходимо коснуться самой проблемы аристократизма. Нужно различать аристократизм как социальное явление и как духовное явление, как проявление духа. По крайней мере, об этом говорил Бердяев, что аристократизм – это не только социальное проявление, но и проявление духа. То есть любой человек, даже если он не представитель какого-то знатного рода, там, европейского или российского, простой человек может быть аристократом по своим качествам. То есть это природа, видимо, это не до конца изученное явление, природа периодически порождает таких людей, и которые отличаются от других людей. Ну, в древнегреческой философии, в политологии, если не ошибаюсь, еще Аристотель, он различал по типу управления аристократические политическое устройство, демократию, олигархию и ахлократию. Есть еще ксенократия, ну, разные виды. Ну, аристократия – это власть лучших. Демократия – это власть народа. Олигархия, мы знаем, это власть тех, кто обладает деньгами, финансами. Ахлократия – это власть худших. Не знаю, в каком сейчас мы строе находимся, в какой политической системе, но вот аристократия, она долгое время правила государствами, народами, в частности, в Европе и на Кавказе. Мы далеко не можем смотреть глубоко вглубь веков, но, по крайней мере, когда первые появились письменные источники, это приблизительно с античной эпохи, и вот все Средневековье, элитой наших обществ на Кавказе и в Европе именно была аристократия. Аристократия, она порождение именно войны и военизированного образа жизни. Если мы возьмем древние общества, такие как, допустим, Древний Египет, где правили фараоны, или те же хатские государства, города-государства, хетские, с которыми, кстати, у абхазов, адыгов есть генетическое родство, то по тем письменным материалам, которые нам доступны, мы видим, что политическое устройство этих древневосточных обществ во главе политической иерархии там стоят жрецы. А военная каста, она носит подчиненный характер по отношению к жрецам. То есть они взаимодействуют, они оба входят, эти касты входят в правящий класс, но тем не менее жрецы верховенствуют. А то же самое, видимо, было и у нас, у адыгов, абхазов в древности был какой-то период, когда во главе наших обществ возглавляли жрецы. Они военные, феодалы, аристократы. Но ввиду отсутствия письменных источников мы сейчас точно об этом не можем ничего сказать. Ну, по археологическим материалам можно предположить, что во времена майкопской культуры, может быть, такое устройство было политическое, потому что многочисленные воинские захоронения, которые свидетельствуют о появлении воинского класса среди абхазов, адыгов, если говорить конкретно о черкесах, адыгах, это приблизительно времена, значит, 7-8 век до нашей эры. Это миотская культура, археологическая, где в большом количестве находят воинские захоронения, разные культовые захоронения и жертвоприношения, которые по археологическим материалам даже можно проследить, что они поклонялись там культу меча, как в свое время древние греки, жертвоприношения были, конские захоронения и огромное количество оружия в этих захоронениях. Говоря об аристократии, нужно сказать, что аристократ, в отличие от жреца, когда он действует, у него нет сакрального образца. Жрецы, они действуют в строгом соответствии с сакральными какими-то образцами, и у них нет свободы выбора. То есть эти действия жрецов, они строго регламентированы. И вся их деятельность направлена на то, чтобы обеспечить связь общества с высшими силами.
И когда они производят какие-то действия сакральные, они передаются, эта каста передает эти знания из поколения в поколение строго в соответствии с этим. У них нет свободы выбора. И если мы возьмем, допустим, Хатское или Хетское царство, мы знаем, что царь Хетский, у него там, его дворец из двух частей состоит, верхний и нижний. И чтобы совершить какие-то священнодействия, в нижней части, то есть, грубо говоря, отправление естественных витальных потребностей, там, туалет, купаться, есть, он только в нижней части дворца совершает эти действия. А в верхней части дворца он принимает омовение, и все священнодействия совершает в верхней части дворца. И он сам себе не принадлежит, жрец, царь, который выполняет жреческие функции. То есть мы знаем по Фрезеру, если общество поражает, там, допустим, сельское хозяйство, то, что было важно для древних обществ, сельское хозяйство, урожай, неурожай, эпидемии, царя могли убить вообще. Могли его заподозрить в том, что он неправильно совершает какие-то священнодействия, или что у него нет связи с богами. И был такой даже случай, я приведу пример, насколько люди государственные, они не свободны. То есть они являются заложниками как бы протокола. А это все идет с древних времен. Был такой известный Всеволод Вячеславович Иванов, лингвист крупнейший, кстати, один из учителей Владислава Григорьевича Ардземба. Когда он приехал первый раз в Белый дом к Горбачеву и беседовал с ним, извиняюсь за выражение, ему надо было выйти. И он спросил, куда мне можно пойти. И его сопровождала охрана. 5 человек, специальная служба охраны, его специально куда-то отвели, привели. То есть даже президент не может свободно куда-то отойти. Он не принадлежит себе, вся его жизнь регламентирована. И то есть для жреца это сакральный образец, на что он опирается. Но аристократ действует вне этой определенности, в сфере неопределенности, в сфере духа действует аристократ. В каждую минуту он самостоятельно принимает решения. И его решения, они никак не связаны с материальным миром. То есть аристократ действует так, как ему подсказывает сердце, душа и так далее, и он находится постоянно в зоне риска. Поэтому все наше право, юридическое право, и та же Европа, допустим, Англия, особенно в Англии это заметно, вся эта их юридическая система, помимо римского права, которое, естественно, они являются наследниками на территории Римской империи, возникли и Франция, и Англия, все эти государства европейские, но в значительной степени это прецедентное право. Аристократ постоянно создает прецеденты. У него нет какого-то готового образца, он действует в сфере духа. Сфера действия аристократа – это сфера неопределенного. Сфера определенного – это семья. Крестьянин может, не выезжая из деревни, прожить всю жизнь в своей деревне, в кругу своей семьи. Аристократа постоянно выталкивает из сферы семьи, из сферы определенного. Если мы возьмем для примера кабардинское феодальное общество, то польский ученый, путешественник Ян Потоцкий писал, что кабардинский князь не может провести под крышей своего дома более 9 дней, чтобы его не осудили и не стали над ним насмехаться. То есть они всю свою жизнь проводят в войнах, в набегах, в урегулировании каких-то межнациональных конфликтов. И они постоянно на коне проводят свое время. И в свое время, когда Российская империя использовала Кабарду как местный региональный такой центр, мощный, феодальный, для решения своих геополитических задач на Кавказе. У них были такие договорные союзные отношения. То есть для аристократов не постыдно кому-то служить, но при этом он требует к себе уважения, и чтобы его труд оплачивался не в плане финансовом, а в плане каких-то привилегий, подарков. То есть оказывать ему внешние знаки внимания и уважать его именно право как феодала, то есть вести свой образ жизни. И был такой случай, когда одного черкесского дворянина
который встречался в Анапе с турецким пашой. Его турецкий паша обвинил в том, что он сотрудничает с российскими властями. В это время шла Кавказская война, что вот его народ воюет с Россией, защищает свою независимость, а вот он служит царю. И он сказал, и мне, говорит, все равно, кому служить. Говорит, если турецкий султан будет мне оказывать уважение как аристократу, будет мне платить за мою службу и будет меня ценить, и тогда я буду служить и мне турецкому султану. Мне разницы нет, говорит. Но там был момент, когда местное, адыгское население, оно в основном на Западном Кавказе на 80-90% представляло свободных крестьян-общинников. И они в свое время изгнали своих дворян и князей, а тех, кто остались, они лишили их политических привилегий. И вот обида на них, что они вот лишили их своих привилегий, часть дворянства и князей западноадыгских перешло на службу российскому императору. Но они не были там солдафонами, генералами простыми, как те же русские солдаты или генералы. То есть они очень были чувствительны своим личным правам и личной чести. И когда это все уважалось, они служили, и религиозная составляющая для них не играла никакой роли. То есть они легко поступали на службу и польским королям, принимали христианство, и если поступали турецкому султану, принимали ислам, то в религиозном плане они были индифферентны. Здесь вот представители черкесской аристократии, фотографии, даже по лицам, по их одежде, по осанке. Это рисунки Гагарина, потом вот там есть фотография одного из последних представителей от тажукинской фамилии, кабардинской княжеской. То есть это достоинство, честь, это все написано на их лицах, на этих фотографиях. Если мы вот соберем фотографии вот этих представителей фамилий даже XIX века. Это то, что много дается воспитанием, но очень много передается через гены, через много-много поколений. Когда одни и те же качества воспитываются, то они как бы становятся частью генетического кода. К сожалению, аристократия, большая часть, не знаю, как в Абхазии тоже пострадала аристократия, но вот на Кавказе у черкесов она была уничтожена в годы советской власти. Аристократ, он служит, не думает не только о себе, о своей семье. Сфера его интересов – это прежде всего покровительство и защита интересов более слабых слоев населения и в целом всего общества. И надо сказать, что аристократизм на Кавказе был не только развит у тех представителей тех черкесских субэтносов, у которых была сильная княжеская власть, такие как кабардинцы, тимиргоевцы, бжедуги, но и демократических так называемых. Это шапсуги, абадзехи, у которых не было князей, а дворянство было малочисленным или было лишено в результате демократического переворота в XVIII веке своих привилегий политических, но те же чеченцы, ингуши, у кого не было, допустим, князей, у них тоже был аристократизм, но это такой демократический аристократизм, то есть это те рода, те фамилии, которые вот в Ингушетии говорят, что вот такой род, такая фамилия, они благородные. Хотя они не князья, не дворяне, они говорят, это благородный род, это благородная фамилия. То есть из поколения в поколение представители этой фамилии, этой рода, они демонстрируют какие-то определенные качества. И они считают, что они считают их благородными. То есть аристократизм на Кавказе не совсем это социальное понятие, это более такое духовное, понятие и этикетное понятие. И поэтому на Кавказе, когда умирает какой-то человек, известный или просто человек, всегда спрашивают, был ли он мужем одного дома, был ли он мужем целого селения, или же он был мужем мужей или мужем целого народа. То есть человек, который думает только о своей личной жизни, о преуспеянии и так далее, но его интересы не выходят за пределы семьи, он никогда не получил бы авторитета в кавказском обществе, и он никогда бы не смог бы стать аристократом, потому что звание аристократа, оно накладывает очень много на человека обязанностей, и надо сказать, что это нелегкая ноша. Прежде всего, это функция военной защиты, свободы и независимости народа. Поэтому аристократы живут недолго.
их вообще программа жизненная – это, значит, рано вступить на путь воинской славы и рано умереть, погибнуть, но умереть и погибнуть со славой. И поэтому вот я здесь не согласен с Яном Вениаминовичем Чесновым, который он говорил, что программа аристократа – это рано, значит, погибнуть, рано умереть и поздно жениться. А программа крестьян – это рано жениться, дольше жить и иметь как можно больше потомства. Но на самом деле при таком образом жизни у аристократов вообще не было потомства, потому что они вот буквально с 15-14 лет вступали на путь воинской жизни и погибали очень рано и в молодом возрасте. Поэтому в виде исключения им разрешалось рано вступать в брак, чтобы они успели оставить после себя потомство. Качество аристократа – это способность сострадания. То есть это альтруизм. Альтруизм – это то качество, которое позволяет всем остальным незащищенным слоям населения получать выгоду от этого, от того, что они проявляют это альтруизм. То есть они не только обязаны защищать слабых, защищать своих подданных, но и любой человек, который обратится за покровительством к аристократу, он обязан защитить. Особенно это касается чести женщин. Любая женщина может обратиться к дворянину. Если кто-то ее обидел, он должен потребовать удовлетворения, сатисфакции, чтобы это его обязанность. И, естественно, обращается к тем, нет смысла обращаться к тому человеку, у которого нет такой славы и такого авторитета. Обращается поэтому именно право покровительства на Кавказе, это всегда князья и дворяне, потому что только они могут тебя защитить. И когда касается права покровительства, они даже вступают в столкновение с представителями своего сословия. То есть если какой-то крестьянин ушел от какого-то князя, недовольный тем, как он к нему относится или притесняет, он обращается за покровительством к другому князю. И хотя они представители одной сословной группы, он должен заставить другого князя удовлетворить интересы этого крестьянина, чтобы он к нему вернулся. Или же он его забирает себе и не возвращает. То есть покровительство – это то качество, которое не связано сословной привилегиями, это как бы их должность. То, что касается военной функции, то это очень важная функция. И когда на Кавказе завершилась столетняя Кавказская война, и многие субэтносы черкесские, у которых были сильные княжеские фамилии, когда они подчинились России, то крестьяне перестали отказываться платить им подати, потому что они говорили, какой смысл, если мы уже российские подданные, вы нас не защитили, вы нашу свободу, независимость не смогли отстоять, поэтому мы отказываемся платить вам подати. То есть военная сфера – это не только обязанность, но еще, надо сказать, и привилегия аристократии. Дело в том, что одна из причин переселения кабардинцев в Турцию – это крестьянская реформа 1867 года. Почему они выступили против этой реформы? Дело в том, что, я потом скажу, у аристократы не были зациклены на накоплении материальных богатств, на накоплении материальных богатств. Материальная сфера их интересовала в последнюю очередь. Но для того, чтобы вести такой образ жизни, аристократические, то есть им необходима была какая-то материальная основа. Те же князья, когда брали на службу дворян, они должны были предоставить одну или две семьи крепостных крестьян, чтобы они не имели права заниматься физическим трудом. По крайней мере, у кабардинцев это было так. Была одна социальная категория, мелкие дворяне, дворяне. Они могли там, допустим, косить сено, рубить дрова. А все остальные слои и сословия дворянские, они были отстранены от физического труда. То есть они должны были только воевать, совершенствоваться в своей военной сфере. Поэтому князья стремились для увеличения своей политической военной мощи как можно больше дворян брать на службу. А для этого они должны были предоставить одну или две семьи крепостных крестьян, какое-то имущество, землю, лошадей, оружие. И когда эта вся феодальная система в результате включения Кабарды в российскую имперскую систему была поломана, их начали лишать земли, и потом решили отнять и крестьян крепостных. А без них они не могли вести такой образ жизни. И поэтому они решили переселиться в Турцию. И около 12 тысяч
кабардинцев, князей, дворян и в том числе их крепостных крестьян, которых у них были не просто отношения феодала и крепостного, но были какие-то тесные, как бы такие патронажные функции, семейные, как бы крестьяне, они всегда болели за честь своего князя, там могли, если кто-то говорил плохо о своем князе, они могли за него вступиться, оружие обнаружить. То же самое князья, они обязаны были защищать своих крестьян. Это были такие патриархально, такие родовые отношения, ну не совсем как это было в Европе, и тем более не так, как это было в Российской империи, где крепостные крестьяне были лишены всяких человеческих прав и были низведены на положение рабов. Здесь немного была своя специфика, и многие крестьяне захотели переселиться с ними в Турцию. И вот, когда турецкое правительство долго их не трогало, по договору их около 10 лет не должны были призывать на воинскую службу, но начали крестьян призывать на службу, черкесские князья воспротивились этому и были против того, чтобы их крестьян турецкое государство призывало на воинскую службу. И они говорили, что дело их, это ихнее дело, воевать и отдавать жизни за турецкое государство, а дело крестьян пахать, сеять, разводить скот. И они не разрешали брать рекрутов из своих сел. Ну, конечно, это идеальная модель, и есть реальная жизнь. И в одном обществе могут быть разные модели поведения. Еще нужно сказать, что иллюзия присуща мировоззрению аристократа. И, как я сказал, есть демократический аристократизм, есть феодальный аристократизм. Вообще на Кавказе, вот то, что касается нашей кавказской культуры, она воинская по своему характеру. И вот у нас есть такая модель для мужчин. То есть для аристократов это, его рождение, оно носит героический какой-то оттенок. То есть его изначально программируют. Его воспитание, песни национальные, аталыки, они ему всегда говорят, что вот твои предки там в таком-то году захватили Бахчисарай, они там вот проявили такой героизм. И аталык, неся ребенка на плечах своего воспитанника, он ему рассказывает эти рассказы, песни о их славных предков. И то есть его нардский эпос, то есть он программирует его на именно героизм. Что такое героизм? Все мы знаем, все герои нардского эпоса, они не умирают своей смертью, они погибают. И точно так же они с юности программируют на такой образ жизни. А что касается вот обыденности, современной жизни, допустим, мы возьмем, если тех же чеченцев, кабардинцев, абхазов, то мы возрастную градацию мужчин проведем, то что такое юность? Юность – это обрек-хулиган. То есть мы считаем нормально, когда мальчишка там в школе постоянно там в юности, он там может даже попасть там в тюрьму там за что-то. То есть это и нормальным считается. То есть такое поведение в нашем кавказском менталитете. Но уже средний возраст – это женитьба, работа, обеспечение семьи. То есть 40-50 лет человек уже становится степенным. И старость – это мудрость. Старость. Но в нашем обществе, особенно у аристократов, у дворян, считалось предосудительным, когда молодой человек говорит умные речи, рассуждает как старик. То есть это считалось все не свойственно молодежи. То есть молодой дворянин должен действовать. Я уже говорил, что аристократ действует в сфере духа. То есть и даже вот если взять советскую армию, устав, пехотный устав российской и советской армии, там говорится, офицер, когда принимает решение, первое решение правильное, все остальное он должен отместить. То есть когда вот в условиях постоянных войн, столкновений, дворяне, князья, молодежь, там надо быстро принимать решения. Там нет времени на рассуждения, там, так это сделать или так. То есть особенный характер и психотип вырабатывается, реактивность вырабатывается. И вот почему у нас не было философов в феодальном обществе? Многие сферы культуры не были развиты, потому что вся наша культура, она была заточена на военную сферу. И там они были не востребованы. И понятие сакральное, профанное, оно со временем, все сакральное становится профанным, а в современном обществе престижное, непрестижное. Допустим, если раньше для представителя аристократии
который пользовался уважением в обществе, славе, было престижным иметь хорошего коня, оружие и так далее, ну и, естественно, воинская слава, то для сегодняшней молодежи это западная культура, хорошая машина, там, деньги и так далее, они стали сейчас престижными, то есть другие ценности. Но в феодальную эпоху все было не так, и материальное благосостояние, оно не давало никакого политического, социального веса в обществе, потому что это все можно было легко потерять, но человек меча, как говорится, за счет своего воинского искусства, за счет своей воинской славы всегда мог быстро это как бы восстановить. И надо сказать, что аристократия черкесская, князья и дворяне, они определяли как бы философию народа всего. То есть честь, достоинство, независимость нации стояли на первом месте, и они были гарантами чести, достоинства и независимости нации, ставили это превыше всего. И здесь, в этом плане, характерны наши историко-героические песни, которые, как ничто другое, отражают дух народа. И вот я вам хочу привести несколько слов в переводе на русский язык. Это песнь «Большого ночного нападения». Она это одна из самых эпических песен, когда Российская империя и Кабарда пришли в прямое столкновение, когда стал вопрос о сохранении независимости Кабарды. Надо сказать, что кабардинские князья, одни из самых первых на Кавказе, были вовлечены в сферу взаимодействия с Российской империей. Еще с Ивана Грозного мы знаем, дочь верховного князя Кабарды, Темрюка Айдарова, была женой русского царя Ивана Грозного. У них были целые, там, если в Москву поедете, Большой, Малый, Черкесский переулок, Черкасский переулок. У них они были членами Боярской думы. То есть нельзя сказать, что кабардинцы не знали, с кем они сталкиваются. Но инстинкт самосохранения там не сработал, потому что вся их культура и вот эта пословица, которую черкесские добровольцы во время абхазо-грузинского конфликта писали на прикладах своих автоматов «Псам парна, почесть дороже жизни», это было не просто слова, это была философия всего народа. И вот в этой песне говорится, песнь большого кабардинского нападения: «Кабардинцы, ваше ночное нападение – великое мужество. В тот день вся наша Кабарда верхом. На этом свете, в этом мире, что мы видели, хаб за честь уже нет. Так не пойдет, так жить не будем». Говоря, Кабарда на хасу собирается. Собирается и как лес копий становится. Верховного князя Кабарды Жанхотова вы не слушаете. Ну, я здесь добавлю, что Жанхотов был уже как бы на русской службе у Али или верховный князь Кабарды, но он уже был на жаловании российском, и он отговаривал кабардинцев от войны этой, потому что понимал несопоставимость сил. Верховного князя Кабарды Жанхотова вы не слушаетесь, вы добиваетесь невозможного. С большим злым государством, чтобы спорить, сопротивляться вас мало. То, что на этом старом свете нам осталось жить, от того мы отказываемся, с чистой совестью, с честью, что мы умрем, для нас это лучше. В словах этой песни, как я уже сказал, выражена позиция не одного человека, не группы людей, а всего народа. В свое время Вудро Вильсон сказал: честь нации дороже, чем блага нации и даже чем само существование нации. Ну, действительно, такое нерациональное поведение и такая философия, она привела к тем трагическим последствиям, о которых мы знаем. Это трагедия махаджирства. Это коснулось и черкесов, и абхазов. И очень удивительно, что вот эту философию проповедовали и придерживались не только князья и дворяне, но и основная масса народа. Потому что я лично читал вот в архивах, в военно-историческом архиве, документы, касающиеся убыхов, их лидеров военно-политических, Хаджи Берзека Дагамука, Хаджи Берзека Кирантуха. Когда убыхи узнали, что их лидеры в тайное соглашение, не то что соглашение, они не предавали национальных интересов, просто они вошли в сношения, в переговоры с генералами, они понимали ограниченность своих ресурсов. И они хотели как-то договориться, то когда убыхи об этом узнали, они окружили усадьбу Хаджи Берзека, подожгли его хозяйственные постройки, арестовали его.
и сказали, что или ты будешь воевать с нами, во главе с нами, или же мы тебя убьем. И он тогда вынужден был порвать все отношения. То есть другие народы заставляют воевать за свою независимость. Мы знаем, и Российская империя, и Советский Союз, идеология, мы говорим о патриотизме, но этот патриотизм, он не шел как бы от народа, это государство заставляло. Тот же Гитлер, когда заставлял немцев воевать, немцы проявляли чудеса героизма на фронтах, они тоже воевали, был Гитлер, Юнген, но эти люди это солдаты, а черкесы это воины. Солдата заставляет воевать государство, он воюет из-под палки как бы. Если он не воюет, его могут наказать. И потом солдату платят. Само слово «солдат» происходит от слова «сольд». Это монета голландская. Воину никто не платит. Воин воюет, потому что это его образ жизни, это проявление его воинского духа. Он по-другому себя не может проявить. И теперь я хочу перейти непосредственно к дворянскому кодексу чести, воркхабза, этикету. Составной частью аристократической культуры черкесского и абхазского дворянства были кодексы Оргхабза и Амстахабза. Генетическое родство абхазов, адыгов, черкесов, убыхов определило исхожесть культурных феноменов, такие как этика, этикет, соционормативная культура. Понятие Оргхабза и Амстахабза вбирают в себя этикетные правила, нормы поведения, систему ценностей дворянства, обычно правовые установления, регулирование их отношений как внутри этой социальной группы, так и между представителями разных сословий. В традиционном черкесском обществе все эти ценности, они, так как у нас не было письменной культуры, не было государственного языка, они передавались из устно, из поколения в поколение. И было два основных института, где эта философия, эта культура аристократическая передавалась от одного поколения к другому поколению. Это институты аталычества в основном и институт Кунацкой. Кунацкая – это не просто гостевой дом, это мужской клуб, где аристократы проводили все свое время. Мы говорили, что аристократическая идея, идеология, культура, она выталкивает его из среды семьи. Мы знаем, что черкесский дворянин не мог днем появиться с женой на людях. Если его случайно кто-то застал дома с женой, он должен был выпрыгнуть в окно, но это считалось постыдным днем находиться на женской половине. Только ночью он мог возвращаться на женскую половину, а днем с утра до ночи он проводил в Кунацкой. И в Кунацкой собирались лучшие люди того или иного народа, особенно у князей. Там они слышали молодежь, не запрещалось ухаживать за старшими, застолья, наливать им, подносить продукты, обновлять стол, то, что мы говорим шхагарыт, это кто ухаживает за столом, не запрещалось, чтобы молодежь впитывала это все. И там они узнавали лучшие традиции своего народа, как себя надо вести в той или иной ситуации. Там разбирались судебные споры, разрешались конфликты, и одна из функций аристократов – это судебная функция. Князья и дворяне, они решали судебные вопросы. И здесь очень важно было обладать ораторским искусством, потому что, как писал хан Гирей, у черкесов тот, кто обладает языком, ораторским искусством, он может обвинить правого и невиновным может выставить себя правым, а правый может стать виновным, если он не обладает ораторским искусством. Это было очень важно. И дети этому всему обучались, дети аристократов Кунацкой. Потом они очень рано социализировались. Если крестьяне там тоже рано приобщались к труду, то их отдавали на воспитание уже в младенческом возрасте. Очень рано, в 6-7 лет они уже садились на коня, в 8-9 лет они уже владели в совершенстве оружием, а в 14-15 лет они совершали уже первые свои набеги. А во время Кавказской войны очень часто были случаи, допустим, был такой кабардинский князь Исмаил Касаев, который уже в 16-летнем возрасте командовал целыми отрядами в русско-кавказской войне. То есть они рано социализировались, и Кунацкая этому способствовала. То есть через институт Кунацкой происходила передача этих знаний. Но после того, как завершилась Кавказская война, особенно советская власть, установление советской власти,
Во-первых, аристократия сама была уничтожена как класс физически, и сама аристократическая культура, она была под запретом. Об этом нельзя было писать ни историкам, ни этнологам. Предвзятое отношение было с точки зрения классовой теории, что они были там эксплуататоры, что они были врагами своего народа. И поэтому эта культура, она была частично утеряна. И вот в своей книге североамериканский философ и публицист абхазского происхождения Мурат Яган, говоря о духовной составляющей Амста Хабза, отмечает Кябза. Его традиции стали увядать в начале XX века в результате российской экспансии. Сегодня кое-где уцелели лишь едва заметные следы этих традиций, и встреча с пожилым человеком, который знает о них не понаслышке, может считаться крупной удачей. Это учение превратилось в отмирающий антропологический феномен и готово занять место в кругу музейных редкостей. Надо сказать, что и в XVIII, и в XVII веке вот эта аристократическая культура, рыцарство, которое в Европе исчезло уже в XV веке с появлением огнестрельного оружия, с появлением армий регулярных, на Кавказе рыцарство просуществовало вплоть до середины Кавказской войны. И многие путешественники, они говорили, что Кавказ – это не только музей и хранилище каких-то древних доспехов, оружия, но и древних обычаев и традиций, в том числе аристократизма. И вот многие русские генералы во время русско-кавказской войны, они говорили о кавказском рыцарстве. Действительно, рыцарство дожило до времен Кавказской войны, и мы знаем имена последних рыцарей Кавказа, героев русско-кавказской войны, таких как Атажукин Магомед Аш Атажукин, это, значит, Кучук Аджигиреев, Хырцыз Али, это абадзехский дворянин из рода Джанчатовых, и много других, которые даже во время этой неравной войны, они соблюдали правила, рыцарские правила войны, которые были заимствованы, передались им еще с Средневековья. Даже во время этой ожесточенной войны они стремились быть приверженными духу своего рыцарства. Долгое время аристократическая культура, связанные с ней нормы поведения, сохранялись среди черкесской и абхазской диаспоры в Турции. Но в годы советской власти, когда этнографические экспедиции отправлялись туда, они занимались сбором нардского эпоса, других каких-то фольклорных мотивов, но в силу вот этих идеологических ограничений никто не занимался сбором вот этой аристократической культуры и всего, что с ней связано. И вот недавно исследователь из Майкопа Мадина Паштова в начале 2000-х годов, она около 2 лет работала в Турции, она успела собрать какой-то полевой материал, который опубликовала. Что касается моих исследований, то мне повезло, в 90-х годах 20 века мною был зафиксирован материал у моего информатора Шапарова Мухаммеда Кучуковича, 1952 года рождения, родившегося в станице Зеленчукской Ставропольского края и проживающего в настоящее время в Нальчике. Знания об Оргхабзе, в свою очередь, были получены им от более старшего поколения. И сам информатор происходит из дворянской по происхождению семьи, большинство членов которой были репрессированы в годы советской власти именно по признаку сословного происхождения. В общем, все, что касается дворянского этикета, можно разбить на несколько блоков. Первое – это качества, необходимые для орка-дворянина по порядку важности. Благородство. Сюда входит много качеств, в том числе ниже перечисленные. Честь. Мужество в сочетании с человечностью. Мужество превыше всего ценится, но об этом не принято говорить самим представителям аристократии. Чванство, хвастовство – это все как бы порицается. Любовь к свободе, достоинство, верность своему слову, щедрость. Аристократ не может быть жадным. Это свойство черни. То есть и вот все богатства, которые мы знаем, лекция была по наездничеству, все, что добывалось в набегах, в походах, князья, дворяне обязаны были раздавать все своим подвластным, вдовам, сиротам, старикам, ничего из добычи они себе не оставляли. Стойкость перенесения невзгод, боль, холод, голод, даже просто говорить там об этом считалось
некрасивым и позорным, как бы, если молодой дворянин говорил: мне холодно, я голоден, не мешало бы перекусить, это считалось осудительным. То есть представитель другого сословия не обязательно мог обладать такими качествами, он мог ими обладать, но если он ими не обладал, за это его никто бы не осудил. Вежливость, чистоплотность, альтруизм. Альтруизм – пренебрежение своими собственными интересами в пользу интересов других, менее защищенных слоев общества, в интересах всего общества. Военная служба – это привилегия и обязанность аристократов. Погибать, умирать за свободу своей родины они должны в первых рядах. Сдержанность проявлений эмоций. Особенно это вот в Кабарде считалась эмоциональность, это считалось отрицательным качеством. В свое время большое количество абазин в конце Кавказской войны, когда Кабарда обезлюдила, из 300 тысяч кабардинского населения осталось всего 20 тысяч. И большинство погибших это были князья и дворяне. И вот этот верховный князь Кабарды Кучук-Джанхотов, последний верховный князь, чтобы сохранить территорию, он начал ездить по абазинским селам и переселять абазинов в кабардинские села. И где там было 10 дворов, 20 дворов абазинов поселялось. И где-то 1/3, половина современной Кабарды – это абазины по происхождению. Это сделано было мудро им с тем, чтобы сохранить и территорию, и народ. И вот когда какой-нибудь человек за столом начинает спылить, начинает там эмоционально говорить, то старшие говорят: ну, вы абазенер шагатет, типа, ну-ка отключи свое абазинское, мол. Потому что вот у других народов не так было. Но самый жесткий кодекс был у кабардинцев. Эмоциональность, она как бы не поощряется. Даже если тебя оскорбили, там, задели, то надо, это как бы у нас говорят, тамакчах, длинное горло. Пока это гнев дойдет до сердца, оно длинное горло должно пройти, остыть, и уже потом человек должен взвешенное решение принять. Но на действительное оскорбление, если это не в присутствии женщин, в присутствии общества, кабардинцы отвечали молча, без слов, оружием. То есть они могли сразу застрелить человека, разрубить его, но ни в коем случае не кричать, не угрожать ему и так далее. То есть сдержанность. Чувство меры, марда, по-адыгски марда называется, чувство меры. Адыги понимали, что любой обычай имеет область применения, после чего он перестает работать и переходит в свою противоположность. Мужество может перерасти в жестокость, достоинство в спесь, уважение в низкопоклонство, самоуничижение, красноречие, самолюбование. Необходимо знать четко границы, заботясь о своем чести и достоинстве, ни в коем случае нельзя забывать о чести и достоинстве других, даже если эти люди более низкого сословного происхождения. У адыгов никогда не было. Во-первых, все крестьяне, даже крепостные, были вооружены. У каждого был кинжал, шашка, пистолет. Давать какие-то клички, рукоприкладство, громко говорить, там, кричать, это считалось недопустимым, потому что сами аристократы, уважая свою честь и достоинство, они уважали их в других людях. Красноречие. Красноречие, чтобы развить красноречие, были специальные упражнения. Во время сезона наездничества, я рассказывал, молодежь проводила в лагерях, где они учились воинскому искусству, их делили на 2 группы. И под искусственным предлогом какую-то ситуацию там, судебную из обычного права, и они должны были спорить и доказывать свою правоту. И кроме того, что они в Кунацкой это слышали постоянно, и на народных собраниях, и красноречие это обязательно. Косноязычие это не свойственно как бы аристократу. Умение писать стихи тоже приветствовало, сочинять песни, играть на музыкальных инструментах. В каждой кунацкой висела обязательно шичепшина, национальная скрипка. И многие дворяне, наездники, которые совершали дальние походы, они возили с собой национальный инструмент и часто и не только играли, но и слагали песни, стихи. И скромность, конечно, скромность в поведении, в речи, в одежде, вызывающе одеваться считалось неприличным. Дворянину даже в принятии почестей. Так, известный русский разведчик Тарнау, который провел 2 года в плену у кабардинцев, писал о черкесах. Черкесы храбрые по природе, с детства привыкшие бороться с опасностью,
в высшей степени пренебрегают самохвальством. Самые смелые джигиты отличаются у них необыкновенной скромностью, говорят тихо, никогда не хвалятся своими подвигами, готовы каждому уступить место и замолчать в споре. Зато в деле они совершенно перерождаются и на действительное оскорбление отвечают оружием, с быстротой мысли, без угрозы, без крика, без брани. Другое качество необходимое – это гостеприимство. Иметь кунацкую обязаны были все орки. Для крестьян это не обязательно. Вот в Турции намного дольше это просуществовали эти традиции, обычаи. Последняя кунацкая в Турции была закрыта приблизительно в 2001-2002 году. До недавнего времени институт кунацкой работал. Ну, на Кавказе, естественно, с приходом советской власти и все эти институты, они были как бы уничтожены вместе с их носителями. Был такой случай, может быть, он, как бы это предание, может быть, это такого не было, но, по крайней мере, в среде черкесской диаспоры в Турции такая история предания. Лидер, создатель турецкого государства Кемаль Ататюрк ехал в поезде. С ним в поезде оказался один кабардинец Марзей Рашид, один из лидеров вот этой диаспоры кабардинской, которая проживала в Узунайле. И когда он с ним общался, он его спросил, он думал, что он закончил какой-то университет. И он его спросил, какой университет вы заканчивали? Он сказал, я не заканчивал никаких университетов, я большую часть своей жизни прожил в своем ауле. И мой университет – это кунацкая моего отца. То есть это был очень важный институт. Я думаю, что вот эти качества аристократов, хотя они сошли с исторической сцены, они когда-нибудь будут востребованы, и наше общество будет нуждаться в таких людях, в аристократах не в плане социальном, а в плане духа, которые ставят интересы народа, общества выше личных интересов, выше своей жизни. И я думаю, в этом плане Владислав Григорьевич Ардзинба был именно аристократом, потому что он всю свою жизнь, свое здоровье положил на благо своего народа. Спасибо за внимание.